В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Историческое событие. Оценили свои возможности, подали заявку. На орбиту выведен первый чеченский спутник Ахмат-1. Какую пользу он принесет? Новые маршруты. Это очень удобно, никуда не надо выезжать. Из Грозненского аэропорта осуществляются международные рейсы. Расскажем о числе стран, куда можно с комфортом полететь. Полезное с приятным. Есть очень много мест, где можно заниматься, веселиться, играть. Школьники проводят летний отдых на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Горный ключ». Покажем жизнь тех, кто отдыхает в этом году. Мечеть в городе Геническ Херсонской области будет восстановлена за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Святыня была повреждена в ходе боевых действий. Благотворительная организация сразу же отреагировала на это, и уже начались работы по реконструкции. Для этого имеются все необходимые стройматериалы. На данный момент в ней ведутся внутренние и внешние строительные работы. Отметим, что подобная помощь от фонда оказывается не впервые. С космодрома «Восточный» запущен первый наш спутник Ахмат-1. Это значимое и долгожданное событие. Он разработан специалистами Чеченского госуниверситета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова совместно с экспертами Юго-Западного вуза в рамках программы «Дежурный по планете». Наталья Депутатова, какую информацию он будет собирать на орбите, расскажет. 28 июня 2023 года. Этот день стал отправной точкой в становлении чеченской космонавтики. Первый спутник, разработанный на базе Чеченского государственного университета, был успешно выведен на орбиту, о чем в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. За событием на космодроме «Восточный» наблюдали тысячи людей. Я очень рад, что наши студенты всерьез занялись развитием такого важного научного направления в регионе. Убежден, что с такими высококлассными экспертами нас ожидает прекрасное будущее и новые открытия в данной сфере. Я искренне желаю ребятам удачи и успехов в покорении бескрайнего космоса. Сконструировали модель с применением нанотехнологий сами студенты ЧГУ в рамках федерального проекта. Составили проект, все расписали. В итоге мы выиграли в этом конкурсе, получили финансирование, грант на непосредственно запуск спутника и его создание. И, в общем, с тех пор началась наша работа. По итогу, вот буквально чуть больше недели назад с космодрома «Восточный» наш спутник был запущен. Спутник будет собирать на орбите информацию о местонахождении воздушных судов, если они находятся вне зоны приема передатчиков, транспондеров, находящихся в международных аэропортах, и транслировать в космос радиоприветствие на 3 языках. Если вдруг по каким-то обстоятельствам произойдет какое-нибудь ЧП, то экстренным службам надо будет искать этот самолет во всей этой зоне невидимости. А чем спутник в этом помогает? Спутник, самолет передает сигнал «я здесь». Никто его не принимает, но над ним будут летать спутники, которые смогут получить этот сигнал и передать информацию на сервер. В программе приняли участие и школьники, обучающиеся в лицее при университете. Один из них – Эди Бино. Сейчас ему 15 лет, с 11 увлекается математикой, информатикой и новыми технологиями. Совместно со студентами ЧГУ принимал участие в разработке, а позже и в запуске спутника на космодроме. Моя работа в этом проекте заключается в том, что я обучаюсь спутникостроению и в дальнейшем очень надеюсь, что со своими навыками программирования на Python, также с тем, что меня будут обучать в технопарке, я смогу сам создавать проекты по спутникостроению и программировать сам свои спутники. Ахмат-1 оснащен солнечными батареями, и срок его эксплуатации примерно 5 лет. За это время он проделает огромную работу по сбору информации и передаче ее в Центр управления полетами. Вот эта инженерная модель – точная копия спутника Ахмат-1, который сейчас находится на орбите планеты Земля. С помощью него студенты и школьники на базе ЧГУ будут изучать спутникостроение,
авиастроение и радиофизику. В конце этого года планируется создание своего центра управления полетами в Грозном, в новом международном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также открытие собственной лаборатории по сборке спутниковых аппаратов. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. 7 международных рейсов в расписании Грозненского аэропорта. Совсем недавно появились новые маршруты в Ташкент и Анталию. Планируется запустить прямые авиарейсы в Иран. Мадина Нуцалчиева расскажет подробнее. Пересадки превращают перелеты в задачу со звездочкой. Одним из недостатков транзитного рейса является дополнительная организационная работа. Человеку необходимо несколько раз получить и сдать багаж, пройти регистрацию и не опоздать на стыковочный вылет. Бывает и длительное ожидание в транзитном аэропорту. Для удобства своих пассажиров руководство Чеченской Республики старается запустить как можно больше прямых рейсов как в города России, так и в другие субъекты и даже страны. Мы активно занимаемся развитием маршрутной сети, увеличение пассажиропотока, менеджмент аэропорта. Сегодня открыты дополнительные рейсы. Авиакомпания «Уральская авиалиния» начала рейсы на Бишкек. В летний период мы летаем в Анталию. Ежедневный рейс у нас в Стамбул. Кроме этого у нас рейсы на Актау, еще Баку. Фатима Тамаева владеет магазином женской одежды. Наряды она привозит из Турции. Поездка в Стамбул у нее бывает регулярно раз в месяц. Данный рейс является прямым и одним из самых востребованных среди жителей региона. Сама дорога, она бывает долгой и очень тяжело бывает, когда ты с пересадками выезжаешь куда-то, а напрямую это уже очень легко. Аэропорт работает в круглосуточном режиме. Есть утренние, дневные, вечерние и ночные вылеты. Всего 15 рейсов. Географию полетов будут и дальше расширять. На сегодняшний день функционирует 7 прямых международных рейсов. Стоит отметить, что в скором времени планируется добавить еще один в Иран. Руководство региона над этим активно работает. Мадина Нуцалчиева, Саид Али Ампукаев, Саидамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Весь учебный год школьники ждут, когда же они наконец смогут отдохнуть от унылых будней, сложных домашних заданий. Лето – вот чего ждут все дети без исключения, когда можно вдоволь отдохнуть и насладиться общением с друзьями. Все это в полной мере у ребятишек в спортивно-оздоровительном лагере «Горный ключ», где сейчас идет 3-я смена. Наталья Депутатова продолжит тему. Спортивно-оздоровительный лагерь «Горный ключ» открылся в 2017 году. За это время здесь побывали тысячи детей от 6 до 16 лет со всей республики и не только. Сюда приезжают ребята из разных уголков России. В прошлом году в этом живописном месте отдыхали более 200 детей из ЛНР и ДНР. Кто-то здесь впервые, а кто-то уже стал постоянным посетителем. Мне нравится этот лагерь, потому что здесь есть бассейн, здесь есть веревочный парк, а еще там еда нормальная. И еще магазин есть, уже второй раз, и мне все нравится. Веревочный парк, бассейн, театр, и выступление, в этом году запланировано принять 7 смен по 500 человек. Путевки по районам распределяет Министерство труда и занятости Чеченской Республики. А далее уже по школам директора. Ребята отправляются на отдых на 14 дней. Досуг здесь очень насыщенный. Самые разнообразные кружки и секции. Каждый может выбрать себе занятия по вкусу. Расписаны они все по часам. Мне друзья рассказали, что тут очень красиво, что есть очень много мест, где можно заниматься, веселиться, играть. И поэтому пришел сюда, и мне очень тут нравится. Для того, чтобы детям проще было запомнить именно свой корпус, их назвали именами планет. Земля, Сатурн, Нептун, Плутон и другие. В них располагаются спальные места. В первом девочки с 6 до 10 лет, во втором с 11 до 16. И в остальных мальчики, также разделенные по возрастам. Когда заходишь в комнату, растворяешься в запахе древесины. Все они сделаны из цельного бруса. Но днем дети заходят сюда лишь переодеться и на тихий час. На территории лагеря находится всего 7 спальных корпусов. 6 из них, как мы видим, из труба. В каждой комнате по 8 комнат. В одной комнате располагается 8 детей. В остальное время у них спортивные секции, кружки, бассейн,
разные мероприятия. Дети круглосуточно находятся под присмотром вожатых, которых здесь 23, и все они студенты Чеченского государственного педагогического университета, как, например, Селима Хусиева, которая учится на 3-м курсе и проходит в лагере практику с начала сезона. Сейчас ее уже назначили старшим вожатым. Работа с детьми, по ее словам, сложная и ответственная, но при этом очень увлекательная. Я работаю с вожатыми и с детьми. Я веду контроль над вожатыми. Сегодня у нас исламский день. С утра у нас будет викторина по знанию ислама, потом вечером у нас мероприятие чтецы Корана. Там дети покажут свои таланты, они там будут читать нашиды, Коран, суры. Помимо развлекательной части, здесь проводятся различные занятия. Несколько дней подряд с детьми проводят курсы по оказанию первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях сотрудники Российского Красного Креста. Ни в коем случае нельзя создать над ожогом термический слой, так как он не дает этому теплоту выйти из мышцы, а идет наоборот еще глубже. Мы с вами должны охладить его просто холодной проточной водой, потом накрыть его и вызвать скорую помощь. Ребята увлеченно слушают специалистов, отвечают на вопросы и узнают для себя много нового и полезного, что может пригодиться в жизни. У нас в основном весь материал подается с практическими занятиями, так как детям это интересно, чем теория. Практика бывает более запоминающая, бывает также мышечная память, и они воспринимают его с интересом. Кормят детей также по расписанию 3 раза в день, плюс полдник. Блюда всегда разнообразные из свежих продуктов, которые поставляются сюда регулярно. В просторной столовой 250 мест. Получается, что едят дети в 2 смены. После обеда обязательный 2-часовой отдых, который также необходим детскому организму. Позже ребята в сопровождении вожатых ходят знакомиться с красивейшими окрестностями. Горный ключ располагается в предгорном районе Чеченской Республики. Здесь повсюду речки и родники. Вода из источников, по словам местных жителей, здесь обладает целебной силой. Наталья Депутатова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.